Во Всемирном фестивале молодежи 2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и бизнеса, медиа. Ожидается 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат и подростки от 14 до 17 лет, 500 из России и 500 из-за рубежа. Абхазия была представлена на прошлом фестивале в 2017 году, но тогда мы были не участниками, а гостями. Для того, чтобы, принимать там участие, мы двигаемся по тем критериям, которые задают сами организаторы фестиваля. Первое, необходимо было создать НПК, Национальный подготовительный комитет. Национальный подготовительный комитет мы создали. Национальный подготовительный комитет входит в состав с Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, также с Управления молодежи и спорта администрации города Сухум, представители молодежных организаций, такие как АПЕПШ. Сотрудничаем с местными самоуправлениями, молодежными организациями по городам и районам. Что нужно было сделать для участия? Абхазская сторона не принимает, в принципе, в заявке, в регистрации участников, не принимает никакого, действия. На сайте фестиваля, там, нужно регистрироваться там. Мы, объявили, можно сказать, по всей стране, что такое мероприятие состоится, и, начали подавать заявки. Было подано свыше 500 заявок, да. Это, не может нас не радовать. Из 500 абхазских заявок оргкомитет самого фестиваля принял лишь 300, однако и из них нужно будет оставить только 120 человек. Там нужно было составить анкету, эссе заполнить, видеоролики. Но не все это сделали. Многие просто анкету заполнили и все. Эссе не заполнили, ни видеоролика. Они, к сожалению, были исключены. Исключены не нами, а исключены организаторами фестиваля данного. Первое. Мы в прошлом году отправляли нашу активную молодежь на различные международные форумы в Российской Федерации, которые проходили. Есть у нас, скажем так, проверенные ребята, которые очень хорошо себя проявили. Очень хорошие отзывы уже нам сами организаторы форума звонили и говорили, что молодцы ваши ребята. Очень приятно было слышать такие отзывы за наших ребят. Есть у нас, можно сказать, небольшой такой костяк. Остальных принцип отбора еще определяется. Не до конца мы еще определились. Будут, насколько мы знаем, 11 площадок. 11 площадок культурные, образовательные, спортивные. Там связано с цифровой технологией и так далее. Мы еще более детально, профильно нам не сообщили, но, естественно, мы будем смотреть их биографию, их профессию, и по таким критериям будем выбирать, Еще одно крупное мероприятие, на которое приглашены представители нашей страны, спортивное. Впервые в истории мирового спорта в Казани пройдет международный мультиспортивный турнир в концепции «Фиджитал» – спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. С Минспорта России к нам пришло приглашение для участия в «Игры будущего», которое пройдет в городе Казань. Тоже мероприятие такое значимое, масштабное. И, безусловно, наше участие это даст стимула для нашей молодежи. «Игры будущего» это сейчас становится более престижным, на что делают ставки. И президент России выступает за «Игры будущего», он дал свою оценку, отметку
значимость данного мероприятия. Другое дело, что вот там киберспорт, да, касаемо. Ну, к примеру, вот играют, сидят вот команда на команда в компьютере играют в футбол. Тут же они выходят и играют реально уже. Вот такого рода там игры будут. Мы занимаемся этим делом, тоже вот составом определяемся. По словам Романа Цкуа, как минимум в 3 видах спорта абхазская сборная примет участие. Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Всемирный фестиваль молодежи состоится в Сириусе с 1 по 7 марта этого года. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ.